Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас, мои дорогие зрители, гости канала. Давайте сегодня на песочке посмотрим такую тему. Смирился ли он с тем, что вас потерял? Что осознал за это время? Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на мужчину. Представьте его. Назовите по имени. Мысленно, либо вслух задайте ему такой вопрос. Мой милый дорогой, либо просто назовите по имени. Смирился ли ты с тем, что меня потерял? Что осознал, что понял за это время? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте посмотрим на вашего мужчину. Что там у него в голове? Смирился ли, что понял, что осознал? Так. Знаете, я не люблю такие отсыпки, я не люблю такие темы. Но если идет, так идет. Вот мне сейчас показывают человека пропащего, человека испорченного, человека, у которого явно присутствует порча, либо какие-то деструктивные программы в этом человеке есть. Если ваш мужчина благополучный, если у него все замечательно, хорошо, и живет он припеваючи, это не ваша отсыпка, это не ваша тема. Здесь у меня человек, страстей, человек измученный, истерзанный и человек пропащий. Вот я уже говорила, да, то есть это человек, на нем очень много узлов, и они все говорят про большой негатив, который на нем есть. Кстати, вы и расстались из-за того, что такой огромный негатив на нем есть. Так, давайте я тогда буду смотреть, я буду все рассказывать, что вижу, а вы уж, девочки, делайте выводы, да? Если мужчина ваш благополучный, не ваша отсыпка. Здесь человек тяжелый, очень тяжелый. Здесь человек агрессивный, здесь человек мог и драться, и обзываться, и что только он мог не делать. Мог гулять очень сильно, мог издеваться, прям в прямом смысле слова. И прям уж тяжело говорить. Послушайте, этого человека черти мучают. Вот все сказала. Вы уж, каждая из вас, вспоминайте, думайте. Я просто вижу, что кто-то такой испуг получил от него. То есть что-то вы видели в нем, либо чувствовали. Кому-то сон мог присниться. То есть вы видели вот эту сущность, которая в нем. Но это не одна сущность. Это, знаете, как их много, имя им легион. Они терзают вашего мужчину, они терзают его сердце, они терзают его душу, они терзают его мозг. Все уже истерзали. Понимаете, ваш мужчина, он просто уже как, я не знаю, шкурка, да, оболочка. Этого мужчину либо женщина очень сильно испортила, которая хотела его приворожить, присушить, сделать своим. В общем, ей нужен был, такой, знаете, козлик на веревочке, да, который бы за ней ходил и понимал, что самая вкусная капуста только у нее. Значит, эта ситуация происходила либо когда вы уже были вместе с ним, либо до того, как вы сошлись. Женщина, она какая-то лихая, да, она не по любви это делала, она это делала ради какой-то выгоды, ради какого-то своей какой-то, знаете, радости. Возможно, ваш мужчина завидный жених был, да, может быть, у него там машина, квартира, а она там приезжая из маленького городка. Возможно, мужчина ваш был с хорошим потенциалом. Видно было, да, перспективный человек. А эта женщина, она пыталась решать свои материальные проблемы. Здесь явно идет какая-то выгода. Она потратила уйму времени и уйму денег на то, чтобы привязать вашего мужчину. По итогу, что мы видим? Мужчина покалеченный идет, покалеченный во всех смыслах слова. Здесь на нем живого места просто нет. С этой женщиной он не вместе. А если даже вместе, то
ну нет, больше похоже, конечно, не вместе. Это уединиться, отыграется, что может быть вместе, но там просто война идет. Война, причем достаточно такая жестокая. И вот, знаете, одного не могу понять. То ли его от вас отделяли, то ли еще до вас это случилось. Вот у меня четко нету представления, я не вижу. Но вот я ее вижу. Вот она, видите, какая. Что она только тут не делала. Еще и с левой стороны. Знаете, очень много зла она сделала. Она вообще какая-то мерзкая, подлая натура. И вот такие люди, как она, они вот идут, да, и вот эту черную волю творят на земле. Конечно же, она расплатится, конечно же, ей прилетит, и не только бумеранг. Но это случится гораздо позже, когда она делов натворит, когда она испортит очень много людей. У нее уже, знаете, как, ну, я не знаю, голова не работает, да, что она делает. Страшная женщина, страшный человек. Ваш мужчина, он один из. Это не единственная ее жертва. Вы понимаете, что происходит? Ладно, Бог ей судья. Давайте разберемся с вашим мужчиной. Так, мужчина порченный, мужчина сложный, мужчина проблемный. Смирился ли он с тем, что вас потерял? Нет, он не смирился с тем, что вас потерял, но тут другое у него в голове. Я вижу, что сейчас он как будто бы, знаете, такая вольная птица, да, ему кажется, что он вырвался на свободу, что он, ну, многое теперь может себе позволить, да. То, что было раньше под запретом, то, что вы его ограничивали, да, либо даже там законы приличия его ограничивали. Теперь свобода попугаем. Лети куда хочешь, делай что хочешь. Он еще не понял, что эта свобода, она на самом деле разрушает и отравляет его жизнь. Я вижу его сегодняшний день. Вот он. Вот этот угол, это его сегодняшний день. Но я также вижу его будущий день. Вот он, другой угол. В сегодняшнем дне он такой лихой чувак, да, который думает, да, у меня все классно, у меня все замечательно. Да, проблемы у меня есть много. Он не понимает, откуда эти проблемы идут. Но он уже начинает что-то ощущать. У него проблемы по здоровью идут. В частности, по мужскому здоровью. Дальше приписываются проблемы с деньгами. Дальше зависимости какие-то у него уже пошли. Не могу понять от чего, но идут зависимости. Он теряет, с каждым днем он теряет. Он с каждым днем все хуже и хуже начинает выглядеть. Деньги теряет, возможности теряет, хороших людей теряет, себя теряет, понимаете? Вот он с вами достаточно жестко поступал, достаточно зло говорил, но у кого-то мужчина мог вообще даже руки распускать. Вот то, что сейчас с ним происходит, стало гораздо хуже. Его вообще уже люди не выносят. Круг общения там сузился буквально, там, я не знаю, до нескольких человек. И то это самые близкие, которым деваться некуда. Знаете, он разрушает свою жизнь. Он порченный, да, и еще плюс сам еще так старается над тем, чтобы все разрушить. Смотрите, в сегодняшнем моменте он чувствует, что он хороший, да, все плохие. Он чувствует себя непонятым, таким, знаете, герой нашего времени, да. Типа я один против системы, там какие-то, может быть, даже анархистские мысли у него возникают. Человек помогает этим сущностям просто разрушить себя, да, они его растащат по маленьким кирпичикам, да, по кусочку растащат. Этому человеку нужно лечиться, его нужно спасать, его нужно вытаскивать. Послушайте, у многих может отыграться, что у человека буквально вот в течение нескольких периодов какая-то нехорошая болячка вылезет. Но чтобы лечить эту болячку, его нужно сначала энергетически вытащить, да, избавить от этих сущностей, изгнать этих сущностей. Я не знаю, девочки, насколько вам дорог этот человек, насколько вы его в сердце содержите, да. Но если вы добрая женщина, если вы настоящая христианка или мусульманка, или вот, ну, понимаете, кто какой религии придерживается, да, помолитесь за этого человека, просто помолитесь, попросите Всевышнего дать ему разум и избавить его от тех сущностей, которые в нем присутствуют.
Потому что это трэш, это червивое яблоко, понимаете? Червивое, там черви уже все съели. Вы простите, я не люблю таких отсыпок, я уже сказала, но я не имею права это игнорировать. Если мне идут эти знаки, значит, я их должна озвучить. Я даже больше скажу, тут кто-то из вас очень сильно любит этого человека. И я вижу, что вы сейчас сидите и плохо себя чувствуете. Вы готовы на все, чтобы спасти его, даже собой пожертвовать. Ваша жертвенность, она во благо. Вы блаженная женщина. Если вы готовы бороться за него, у вас получится. Откупите его, выпросите, вымолите его у Создателя. У вас получится. Сила вашей любви, она, понимаете, не то что сущности, она горы может перевернуть и осушить моря. Молитесь постоянно. Молитесь от сердца, от души. Просите за этого человека, чтобы ему простили его невежество, чтобы избавили его от тех сущностей, которые его поедают заживо, чтобы дали возможность ему осознать, что творит он непотребное, чтобы привели его к раскаянию. Вы знаете, я, девочки, скажу вам такую вещь. Вот кто любит по-настоящему, кто готов, у вас получится. Вы спасете этого человека, вы его отмолите, вы его вылечите, отмоете от грязи, очистите. И он с вами будет, он будет вашим. Вы спасете его, вырвете из рук костлявой. Вы это сделаете. Вы маленькая хрупкая женщина с огромным сердцем и с благостной душой. У вас получится, вы это сделаете. Другие же девочки, кто обиду таит на этого человека, очистите свою карму, пожалуйста, хотя бы его простите. Простите и отпустите. И вам будет легче, и ему будет легче. Понимаете, вот этот момент я хочу вас попросить. Что касается его завтрашнего дня. В завтрашнем дне я вижу его больным. Больным, убогим, разбитым, растерзанным, страдающим. В будущем дне он осознает, кого потерял. Он поймет, кто был его шанс, кто была та единственная, с кем он смог бы построить счастливые отношения, счастливую жизнь. И этот человек, понимаете, он либо в куклу какую-то превратится, как зомби, да, ходячий мертвец, и будет жить женщиной, которая будет его уничтожать. Либо этот человек от, понимаете, от потери энергетики, от потери здоровья через энергетику, он заболеет. И, понимаете, тут все что угодно может случиться. От болезни, либо от случая, да. То есть, я вижу уход. Но вот видите, вот здесь он сидит в ловушке. Над ним коса. Вы мне загадали человека пропащего, понимаете? Я надеюсь, что мое гадание подойдет только лишь одной из вас. Очень тяжелое гадание идет. Смотрите, девочки, он к вам придет. Придет, вы его не узнаете. Настолько он будет изнеможденный, истерзанный. У вас сердце кровью обольется, когда вы его увидите. Вы захотите ему помочь, но он как-то то ли исчезнет, то ли откажется, то ли не захочет быть вам обузой. Зачем он идет? Чтобы прощения у вас попросить, чтобы извиниться, потому что он тоже будет чувствовать, что это уже предел, что это уже фатовая ситуация. Он будет просить прощения, он будет пытаться очистить свою душу. Простите, отпустите этого человека. Помочь уже тут нельзя. Сложного человека, вот дай Бог, чтобы это вообще ни у кого не отыгралось. И пусть все то, что я вижу, останется в этом песке. Вы меня простите, очень сложное предсказание. Но если вы та женщина, которая любит и любит по-настоящему, тогда боритесь, вы спасете этого человека. Вы не только его, вы и себя спасете, потому что вы без него не сможете быть счастливой.
Поборитесь за свою любовь. У вас все получится. Мои дорогие, простите, извините. На этом у меня все. Спасибо за внимание. И упаси вас Господь от таких страшных ситуаций.